Приветствую вас, наши дорогие телезрители! Сегодня, 12 июня, мы отмечаем День России. Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальными природными и духовными богатствами. Страна, соединившая единого государства многих народов, культур и религиозных конфессий. В этот день каждый из нас чувствует себя частичкой великой державы. И в честь этого прекрасного праздника мы сегодня объявляем телевизионную викторину под названием «Моя Россия», спонсором которой является национальная якутская посуда «Чорон 21 век». Мы поздравляем вас всех с нашим общенародным праздником. Предлагаем вспомнить немного о его истории. День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Так именовался этот праздник до 2012 года. Это один из самых молодых государственных праздников в стране. 12 июня 2001 года на торжественном приеме по случаю принятия Декларации о государственном суверенитете России президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что с этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл – это успех, достаток и благополучие граждан. Сейчас День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Итак, мы начинаем нашу телевикторину «Моя Россия», и мы хотели бы рассказать вам о правилах. Для начала вам нужно дозвониться до нас по номеру 320111. Обязательно представиться, откуда вы нам звоните, оставить свои контактные данные. Обязательно подальше отойти от телевизора, либо уменьшить звук, насколько это возможно. И вы уже можете нам дозваниваться. 320111. Стоит отметить, что мы отмечаем последние праздники в особом режиме и в связи с последними событиями в мире, но не отчаиваемся, так как праздник не теряет свое торжество и настроение. Кстати, этот день, 12 июня, Максим, да, отмечен еще несколькими праздниками, да. Их достаточно много. Так, во многих городах России сегодня празднуют День города. Да, это такие города, как Великий Новгород, Балабаново, Кемерово, Киров, Красноярск, Нефтекамск, Нижний Новгород, Пенза, Пермь, Саранск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Ясногорск, Чайковский Пермского края и многие другие. Помимо этого, во многих регионах отмечают сегодня такие праздники, как День Республики в некоторых регионах, День машиностроителя, День химика сегодня, День металлурга, День строителя, железнодорожника и День шахтера. Такой вот насыщенный день, 12 июня. Что ж, мы переходим к нашим вопросам. Итак, внимание, первый вопрос. Почему 12 июня стало Днем России? Что ж, да. В прошлом году в Якутске с празднованием Дня России прошло с размахом. В столицу республики прошли более 15 различных мероприятий. В этот день также дал стартом трудовых студенческих отрядов. Открыли череду праздничных мероприятий, чемпионат Якутска по футболу и велопробег. А завершилось празднование конными скачками. В Якутске проходили выставки, посвященные 95-летию золотодобывающей промышленности Якутии. Да, итак, очень насыщенный был, праздник в прошлом году. И у нас уже есть первый дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Алексей. Алексей. Так, первый вопрос. Почему и 12 июня стал Днем России? 12 июня – это день подписания декларации о суверенитете, по-моему, да? Да, это правильный ответ. Да. Поздравляем. Да. Спасибо. И задаем вам второй вопрос. Да, но второй вопрос является таким. Как в Древней Руси называли воина? Так, воина... Витязями назвали? Да, все верно. Откуда вы такой нам звоните, интересно, всезнающий? Что ж, и третий вопрос. Если вы на этот вопрос ответите правильно, то вы получите от нас замечательные призы.
От Чарона 21 Итак, век. третий вопрос, Алексей, звучит так. В каком году произошла Куликовская битва? Куликовская битва, вот дату что-то помню, а год 8 сентября, по-моему. Так, да. Ну и год, может быть, угадайте. А может В вспомните? 80-м, там, конец 80-х. 80-е, верно. Да, только вот А век какой? 13-й, может, или 12-й. Какой век? 13-й или 12-й. 13-й, наверное. Да, вы совсем рядом на самом деле. Немножко ошиблись на 1 век. Да? Да. Еще раз, ну, мы вам даем еще один шанс реабилитироваться. Попытайтесь ответить еще раз. Какой это был век? 1380-м, по-моему. Совершенно верно, Да. Алексей. Ага, спасибо. Алексей Алексей, является да. нашим первым победителем. Да, кем вы работаете, Алексей? В какой сфере? Я в авиации работаю. Где? Авиация. Авиация. От истории вы далеки, да? Да, но все равно, в любом случае, вы ну, очень начитанные. Очень начитанный, правда. Мы вас Те, кто работает поздравляем. в авиации, получается, очень все начитанные, да. Мы вас поздравляем. Приз вас Спасибо, ждет. Наши администраторы Да. свяжутся с вами уже вот буквально скоро и расскажут, как получить прекрасную посуду от нашего спонсора Чорон 21 век. Да. Спасибо вам большое. Вам Праздником спасибо вас за всех. участие, мы вас поздравляем. Может быть, вы хотите поздравить своих коллег, Да. своих родных. Тех, кто меня узнал, поздравляю вас с Днем России. Желаю всего самого лучшего. Отлично. Алексей, мы вас также поздравляем. Вы молодец. Итак, напоминаем, номер прямого эфира 42 01 11. 32 01 11, 11. Он обязательно высвечивается на наших экранах. Экранах, да. Итак, мы продолжаем. Что ж, звоните. А следующий вопрос у нас звучит так. Когда был основан город Якутск? Ну что ж, это в принципе очень известный факт, можно сказать. Наш город Якутск был основан Петром Бекетовым. Ну, известный факт, конечно, 17 век, но нам нужна точная дата. Она во многих точках нашего города. Итак, внимание, звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Представьтесь. Ирина Федорова, Ирина. Ирина, здравствуйте. Откуда вы? Ирина Кангаласова. Мгм. Так. Итак, И когда же была основана столица нашей республики? В 1632 году. отлично, это Совершенно правильный верно. ответ. Итак, второй вопрос. Внимание. Сколько городов-героев всего в нашей стране, в России? Сколько? Сколько городов-героев в России? Сейчас подумаю. Городов, Подумайте. героев, да, не так 12 много. городов. 12 Правильно. городов, все верно. Так, Да. Да, скажите, а какие города являются городами-героями? некоторые хотя бы назовите, Да. несколько. Москва, Да, Орел, да, Ленинград, да, Керчь. Керчь, все верно. Итак, Что ж, внимание. да, переходим к следующему вопросу. И наш следующий вопрос звучит так. Какого выдающего русского полковника после Великой Отечественной войны называли маршалом Победы? Полководца, да? Полководца, да. Жукова, наверное. Все верно. Что ж, вы верно. ответили на все 3 вопроса правильно. Вы хотели бы кого-нибудь поздравить с этим днем? Мы вас слушаем. Хотел бы поздравить всех, кто узнал меня. Мгм. Что бы вы хотели пожелать тем, кто с вами сидит, может быть, близкими, кто вас знает? И вообще, отмечаете ли вы День России? Да, мы отмечаем, вот день отмечаем. Сидите за столом, смотрите нашу Да, телевикторину. да, да. Мы очень рады, мы вас также поздравляем. Да, Оставайтесь такой же. да, свяжитесь с администратором и получите ваш приз.
Спасибо. Да, что ж, Кать, мы хотели бы дальше передать слово нашей коллеге Да, из наша коллега, Новосибирска. которая сейчас, как известно, проживает в городе Новосибирске и проживает уже около года и Да. достаточно хорошо уже знает его историю. И очень рада будет задать вопрос вам, нашим телезрителям. Итак, внимание на экраны. Привет, привет, родная Якутия! Шлю вам горячие поцелуи из столицы Сибири, Новосибирска. Хотя, конечно, многие могут со мной поспорить, утверждая, что сибирский центр – это Красноярск. Но так или иначе, я нахожусь здесь, на главной площади Новосибирска. Называется она, конечно же, площадь Ленина. И отсюда шлю вам свои поздравления. С Днем России! Но что вы знаете о Новосибирске? В масштабах страны Новосибирск – третий по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня здесь проживает 1 миллион 700 тысяч человек. Это настоящий мегаполис. Здесь есть метро, Макдональдс и ездят трамваи. Новосибирск – молодой город, ему всего 127 лет. Но он уже может похвастаться довольно многими вещами, в которых он самый-самый. В этом году наша страна отмечает большую дату – 75 лет со дня Великой Победы. А когда война только началась, сюда, в Новосибирск, были перевезены более 50 промышленных предприятий из разных регионов и городов Советского Союза. Но были построены и специальные заводы. Так, в годы войны в Новосибирском заводе номер 153 в день выпускалось по 33 самолета. Это целый авиационный полк. О каком самолете идет речь? Ну что ж, внимание нашим телезрителям. Повторяем вопрос, о каком самолете идет речь. Этот самолет выпускался серийно во время Великой Отечественной войны в Новосибирске. Итак, есть ли у нас... Да, первый, который к нам пришел, он как раз-таки из авиации, наверное, этот вопрос, он просто Да, ответит. вот сейчас, наверное, даже не сидит дослушав. и локти кусает, наверное, да? Номер прямого эфира 32 01 11. Звоните, дозванивайтесь, выигрываете наши призы от спонсора национальной якутской посуды «Чорон 21 век». Кстати, вот Ларина сейчас находится в Новосибирске. Ты Да. там был сам? Я в Новосибирске не был, к сожалению, только проездом. Это вот с аэропорта я никуда не выезжал. Я тоже была несколько раз там проездом, даже несколько раз, да, Да. и аэропорт Толмачева для меня стал, знаешь, родным, как Якутск, потому что действительно я очень много часов провела в нем, но успела так немножко поездить, проехаться на автобусе, посмотреть город. Ну, как-то вот, честно, не совсем вот меня впечатлил город. Наверное, потому что, ну, совсем мало времени тебе было уделено. Наверняка. А в каких городах ты еще была в России? Так, знаешь, в немногих городах. Вообще я путешествовать начала к своему горю, да, только с прошлого года. И, кстати, прошлый День России я отмечала как раз-таки в столице нашей страны, в Москве. Первопрестольная. Да, было здорово. Здорово. У нас звонок. Алло, Говорите. здравствуйте. 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 Вы прослушали вопрос от нашей коллеги? Да, Прослушал, ага. да, хотели бы повторить вопрос. Какой серийный самолет выпускался во время Великой Отечественной войны в Новосибирске? Антошка, да? Нет, не совсем. Хорошо. Мгм. знаю, Всего как. доброго, да. Что ж, этот Можете- вопрос, да, достаточно актуален. Еще кто знает ответ? Вы еще на связи, да? Все Нет, уже. Он уже, да, положил трубку. Мгм. Итак, давай напомним вопрос, да, Да. от Ларины. В первые годы Великой Отечественной войны в Новосибирск перевезли около 50 промышленных предприятий из разных городов нашей страны. Были построены и специальные заводы. Так, во время войны в Новосибирске, в Новосибирском заводе номер 153 в день выпускалось по 33 самолета. Это целый авиационный полк. О каком самолете идет речь? Ты бы ответил? Я думаю, да. Ты бы Я думаю, ответил что на этот вопрос? жители Новосибирска, наверное, все просто, если бы видели, кусали бы локти и не хотели бы дозвониться. И Итак, у нас звонок, да. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Татьяна.
Татьяна, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы послушали вопрос. Да, я прослушала. Повторите, пожалуйста, чуть-чуть прослушала. Итак. О каком самолете идет речь? Да? Во время войны в Новосибирском заводе эти самолеты выпускались до 33 Моделей, да. моделей. Да, это целый авиационный полк. Какая модель самолета? О какой модели самолета идет речь? Так, достаточно сложный вопрос. Новосибирский, да? В Новосибирском заводе именно, да. Новосибирск славится именно этими Знаешь, самолетами. Екатерина, я бы хотел дать подсказку. Название этого самолета связано с парнокопытным. Ух ты. Да. Так, Даже так, подумайте, подумайте. Парнокопытный и самолет. Да, возможно, это вам поможет, а возможно, совсем запутает. Но на самом деле очень близко связано с парнокопытным. Буквально название парнокопытного. Так. Нет, затрудняюсь. Затрудняетесь? Ага. А расскажите, раз уж вы дозвонились до нас, расскажите, как вы сегодня отмечаете этот праздник? Ну, мы сегодня съездили на дачу, отдохнули с детьми. Очень хорошо, очень приятная погода, не жарко, Да, не действительно, холодно. погода отличная сегодня стоит. Да. Да. И вот вечером чуть-чуть послушали дворовой концерт у себя во дворе. Здорово. Может, хотите кого-то поздравить из своих родных, близких? Ну, хочу поздравить всех родственников из Узалтанского улуса, из Ангинского улуса и передать всем большой привет, пожелать здоровья, счастья и чтобы у вас у всех было хорошо. Здорово. Да. Вопрос на самом деле был сложный, и мы хотели бы дать ответ. Ответ на самом деле звучит так. Да, Ларина сейчас сама как раз-таки да, нам и Ларина, кстати, ответит. ответит, Внимание да. на экран. В период Великой Отечественной войны в Новосибирске выпускали Як-9. Это самый массовый советский истребитель. Всего в этот период, в эти годы, было изготовлено 14 тысяч летательных аппаратов Як-9, и 10 тысяч из них были собраны здесь, в Новосибирске. А боевое крещение Як-9 принято под Сталинградом в декабре. Что ж, связь немножко подшатывает, но в любом случае вы услышали правильный ответ, это Як-9. Самый массовый советский истребитель. Да. Як-9. Итак, Что ж. следующий вопрос звучит следующий. Когда был основан СССР? Этот вопрос, конечно же, относится к людям старшего возраста. Наверное, все уже знают, да. Да, и всем тем, кто родился в СССР. Например, я. Так. Я тоже родилась в Да. СССР. Звонка пока нету, но мы хотели бы немного рассказать. После Октябрьской социалистической революции в 1917 году и победы коммунистов в гражданской войне был образован СССР. И у нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло, да. Как вас Здравствуйте. зовут? Представьтесь, откуда вы? Меня зовут Максим, Ага, Откуда вы? Сатинского района. ага, Максим, меня также Максим. Итак, ваш ответ. СССР был основан в 1922 году. Все верно. Точно. А дату, может, вспомните? Декабрь. Декабрь. А число? 30 декабря. 30-го. Молодец. Вы молодец, вы ответили правильно. Вам дается право ответить на второй вопрос, и он звучит так. Какая известная русская икона у нас в России? Самая известная. Что еще раз? Самая известная Да. русская икона. Икона. Икона? Да. Икона. Икона. Какая? Икона, да. Икона Божией Матери, наверное. Нет. Не совсем верно, а точнее русский. сказать неправильно, да. Мы вам даем, так как вы дозвонились, вы можете поздравить своих близких и знакомых с этим праздником. Поздравляю всех жителей нашей необъятной республики и всех жителей, в общем, России с этим прекрасным днем. Всё, до свидания. Максим, спасибо. До свидания, Максим. Спасибо вам за участие. Да. Напоминаем, да, вопрос. Да, вопрос. Как- Самая известная русская икона. Конечно, вот икона Божьей Матери это достаточно Ну, конечно. популярная икона, Да, да? мы согласимся. Но самая известная нет, не она. Мгм.
Что ж, мы хотели бы напомнить номер прямого эфира 320111. 0111. Хотим напомнить вам, что вы звоните нам, дозваниваетесь, представляетесь, оставляете свои контакты на всякий случай. Обязательно сделайте потише свои телевизоры, чтобы не было никаких помех. Или по возможности вообще отойти подальше в другую комнату. Что ж, да, и еще по подсказкам. Эта икона прославленная, сделана Андреем Рублевым, самая известная и узнаваемая из древнерусских икон. Выполнена по заказу игумена Никона, преемника преподобного Сергея Радонежского. Для восстановленного после пожара Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Ну тут прям подсказочка очень близкая. Мне кажется, мне кажется, телезрители сейчас вот успеют залезть в интернет, да, прошарить и дозвониться. У кого интернет быстрее, тот и ответит правильно, да. Дозванивайтесь к нам скорее, и у вас будет возможность выиграть наши замечательные призы от спонсора Чорон, национальной 21 якутской посуды «Чорон 21 век». Разноцветные ГТЯ вот стоят, да, у нас? У нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь. Вопрос, вы слышите нас, да? Самая известная русская икона. И Анна Николаевна Гоголева из Жиганска. Анна Николаевна. Икона святой Матроны. Нет, к сожалению, Анна Николаевна. Да, Это- вы скажете поздравления? Спасибо. Я поздравляю своих родных и близких в Салданском районе с праздником своих домов в Костопене, с праздником России. Пусть процветает наша Россия. Спасибо. Хорошо, спасибо вам большое, Анна. Спасибо за участие, раз с спасибо, праздником, что дозвонились. Ну а наша страна, конечно же, богата на национальности, на культуры, да, и много людей, иностранцев, очень хочет посетить нашу страну Конечно же, необъятную. И те, кто бывал, они всегда отзываются, я думаю, Тепло о нас, да, да, естественно. положительно только. Давайте посмотрим их поздравления. Всем доброго времени суток. Меня зовут Румянцева Ксения. На данный момент я учусь и проживаю в столице Малайзии, городе Куала-Лумпур. И по предстоящему событию я бы хотела всех от чистого сердца поздравить с Днем России, чтобы вы все не болели в такой вот тяжелый период, как говорится, и чтобы вы все были просто счастливы. И сегодня мы с вами увидим, узнаем, услышим, что же думают малайцы, что они вообще знают о нашей с вами большой и великой родине. Привет, как дела? Меня зовут Iqbal, я из Малайзии. Hi, apa kabar? I'm Iqbal Mansuri, and I'm from Malaysia. Итак, Россия. Что я знаю о России? Конечно, всем известно, что это самая большая по площади страна. А также Россия является пятой по величине экономикой в мире. И просто невозможно обойти страной развитие ядерной технологии, от которой у меня происходит умопомрачение. Что мне еще нравится в России? Довольно-таки много чего. Имеется в виду, я не могу точно назвать что-то одно. И вот одна особенность — это архитектура. И иногда мне кажется, что архитектура России схожа с архитектурой стран, таких как Италия и Франция, но тем не менее в ней есть своя доля уникальности и оригинальности. Меня зовут Алия Ханиса, и я из Малайзии. Я обожаю разговаривать на тему про Россию. Для меня Россия — это прекрасная страна. Россия имеет красивые озера, например, озеро Байкал. Я не раз слышала об этом. Это озеро такое синее, я не знаю, как это сказать, но оно просто потрясающее. Что я думаю о России? Это довольно-таки загадочная страна с хорошими людьми и с изумительной архитектурой. Я надеюсь, когда-нибудь мне выпадет шанс посетить Россию. Что ж, большое спасибо иностранцам, которые поздравили всех нас с этим нашим великим праздником. Да, У нас привет внимание- Малайзии и Саудовской Аравии. Да, у нас звонок. Алло, здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Матрена. Матрена? Матрена. Откуда вы, Матрена? Я из Нюрбы. Из Из Нюрбы. Нюрбы. Матрена из Нюрбы. Так какая самая известная русская икона? Троица. Совершенно верно. Да. Мы А вас кто поздравляем. изображен на иконе, знаете? Там изображены... ну, я точно не могу сказать, но там трое людей сидят за столом. Три ангела, да. Да, три молодых ангела. человека, изображающие Бога. Что ж, следующий вопрос звучит так. Имя какого русского святого носит флаг российского флота? Флаг российского флота? Да. Это один из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Андреевский? Еще раз, да, близко. Андрей. 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 Андреевский флот? Да, ну, да, как бы вы уже почти наполовину ответили. Вы очень близки, да, Андрей. Святого апостола Андрея Первозванного. Да, абсолютно правильно. Поздравляем. Поздравляем, да. Да. И третий вопрос. Ну, такой достаточно Да, если вы непростой, знаете историю да? республики. Как звали человека, открывшего реку Лену? Реку Лену. Да. Это тот засланный, получается, сотник, который открыл эту реку и расширил границы России, можно сказать, этим самым. Ой, кто это может? Это человек Может быть, буквально... имя вспомните? Да. Имя такое у него непростое. Подсказочка. Эвенкийское. Да, вы близки. Да, Так. да. Правильно рассуждаете. Правильно. Да. Река Лена, да, по-венкийски Лена, да, как бы Да, это изначально являлось эвенкийским названием. Очень созвучно с русским Елена. Да. Так. А тот, кто открыл, он является русским Миллер. первопроходцем. Нет. Может быть, историк Миллер? Это был не историк, это был первопроходец. Это вот представьте себе то время, как можно было открыть реку Лену. Да. Путешественник, исследователь, русский землепроходец. Да. И зовут его... Марк. Нет, не совсем Марк. Ой. Вы просто буквально на шаге от выигрыша. Пенда. Так? Ага. Пендаму? Правильно, правильно. Да, Пянда, да. совершенно верно. Пянда, да. Пантелей Пянда. Мы вас поздравляем. Можете поздравить республику. Я хочу поздравить своих родных, буквально свою бабушку, маму, родных из Якутска, Тимофеевых, тети из Амги, Тимофееву, Евдокию. Никого не забудьте. И свою подругу Дарью из Якутска. Она вот недавно родила ребенка. Ей огромный привет. Да, мы тоже присоединяемся к вашим Огромное, поздравлениям. да, вам спасибо за участие. Мы вас поздравляем. Вы выигрываете посуду национальную от Чарона 21 века. Хорошо, спасибо. Оставайтесь, и администраторы с вами обязательно свяжутся. Да. Ну а Что ж, сейчас мы переходим на прервемся, да. коротенькую рекламу. Оставайтесь. Современные слуховые аппараты в центре аудиослух. Только качественный звук. Покупка слухового аппарата в рассрочку без переплаты. Слышим сегодня, платим завтра. 727-192. В самом центре Якутска на Ленина 8 открылся первый гастрономический ресторан авторской кухни. Золото, которое вы можете себе позволить. С любовью, Аврора. Внимание, внимание! В торговом доме СРБК ликвидация коллекции. Скидки до 70%. Спешите, таких цен больше не будет. СРБК. Я выйду замуж только за того, кто подарит мне настоящие якутские унты.
Сошьешь? Куплю. Магазин «Унты здесь». Работаем в рассрочку и в кредит. Приходите по адресу улица Рыдзинского, 24/6. Рынок Манитах. Работает доставка на дом, а также выезд замерщика. Приветствуем вас на телевикторине под названием «Моя Россия». «Моя Россия», да. Мы хотим напомнить номер телефона, по которому вы можете нам дозваниваться. 32 01 11. Звоните. Правила таковы. Вы дозваниваетесь, называетесь, как вас зовут, откуда вы к нам дозвонились, и после этого отвечаете на вопрос. Итак, внимание, перейдем к нашему вопросу. Сколько императриц правили Россией? Сколько всего, да, императриц? Можете Правили даже Россией, да. назвать имена. Да. Кстати, да, небольшая подсказка, можно, я думаю, подсказать, да. Две императрицы имеют одно имя. Да. Ну, а пока вы думаете, мы посмотрим небольшой познавательный сюжет. Все мы знаем Петра Бекетова, отца-основателя нашего города. И, как известно, он, оказывается, основал не только Якутск, но и еще несколько сибирских городов. Сибирских городов, как Чита и Нерчинск, да. Давайте посмотрим. Русский путешественник, землепроходец, воевода, исследователь Сибири, основатель не только Якутска, но и таких сибирских городов, как Чита и Нерчинск, а также Жиганска и Алекминска. Родился примерно в начале 17 века. История Петра начинается с 1624 года, когда он поступил на службу государеву стрелком. Весной 1632 года отряд Бекетова уже был на Лене. Недалеко от впадения в нее реки Алдан бекетовские казаки срубили небольшую крепость. Этот острог сыграл непроходящую роль во всех дальнейших открытиях, стал для России окном на Дальний Восток и Аляску, в Японию и Китай. Она расположена на правом берегу Лены, ниже современного Якутска на 70 километров. Деятельность Петра Бекетова в Якутии на этом не заканчивается. Будучи приказчиком в Якутском остроге, он отправлял экспедиции на Вилю и Алдан, основав в 1632 году Жиганск, в 1636 году Алекминск. На нарядной московской набережной в Якутске 27 сентября в 2007 году воздвигнута портретная композиция про отцу города Петру Бекетову. Его фигура выполнена из бронзы и воздвигнута на гранитный постамент, символ основательности и на века. Весь комплекс монумента «Дружба» является плодом труда творческого коллектива архитекторов Якут-проекта во главе с генеральным директором Иваном Андросовым. Руководитель творческой группы, автор композиции, скульптор Афанасий Романов, заслуженный деятель искусства Республики Саха-Якутия. Он известен как автор памятников Алексею Кулаковскому, ленским речникам в поселке Жатай, матери братьев Малгиных в Татинском улусе и других. Петру Бекетову также возведен памятник в Чите. Торжественное открытие было в 2008 году. Что ж, у нас есть звонок, и мы напоминаем вопрос. Сколько императриц правила Россией? Алло, здравствуйте, представьтесь. Откуда? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Итак, ваш ответ. Анна Николаевна. Анна Николаевна. Екатерина II. Так, есть. Еще три. Еще всего лишь 3 императрицы вам осталось назвать. Всего лишь. Екатерина I и Елизавета II. Елизавета и последняя кто? Так, Екатерина I и... Екатерина II и Екатерина II. Елизавета. И последняя. Петровна, да. И последняя? И последняя отнюдь не шальная. Императрица какая? Ой. Елизавета... Елизавета... Да. Анна... Все верно, Анна. да. Совершенно верно, Анна Николаевна. Поздравляем. Итак, второй вопрос. Внимание. Кто был первым русским царем? Царем Петр I. Первый царь. Первый. Петр I. К сожалению, это неправильный. Он был последним царем. Да. Откуда вы звоните? Из Каменского улуса. Ага. Поздравьте своих родных, да, близких, можете друзей. поздравить. Как вы празднуете? Расскажите нам. Поздравляю всех моих
родственников. Мгм. С Днем России. Желаю крепкого здоровья и благополучия. Спасибо большое Спасибо вам большое. за звонок. Мы Да. также вас поздравляем. Напоминаем номер нашего прямого эфира 32 01 11. Что ж, и напоминаем также вопрос, кто был первым русским царем. У нас звонок. Здравствуйте. Ага, прервалась. Что ж, что такое царь? Это основной титул монархов русского государства с 1547 года по 1721. Это очень значимые даты. Вот до этого, получается, те, кто дозвалась, она назвала последнего царя. Что ж, и... Да, мы сейчас предлагаем продолжить. Да, наш эфир, получается, и у нас есть подготовленное одно поздравление Из одного Бельгии, да, иностранцев. оно прямо к нам отправляется. Да, И из Франции. Внимание на экран. Bonjour, je m'appelle Benjamin Zurstrassen, j'habite en Belgique. Здравствуйте, меня зовут Бенджамин Зюрстрассен. Я живу в Бельгии. Несколько лет назад я знал о России совсем немного. Я думал, что это очень большая страна, очень холодная и снежная. Здесь мы получаем недостаточно информации о России, и образ, который показывают через медиа, не всегда позитивный. Но что я знаю сейчас, это то, что у вас огромное многообразие разных культур, много красивых и разных пейзажей, хотя по отношению к масштабам страны я видел лишь малую часть. Люди у вас очень приветливые, теплые и душевные. Très chaleureux, très accueillants, on est toujours reçus avec... Нас всегда принимали с огромным количеством необычных блюд на столе. У вас очень хорошая кухня. Я был в России 4 раза и поеду туда еще, потому что хотел бы узнать еще больше о стране. Мне очень нравится Россия, мне очень нравятся россияне. J'aime beaucoup les Russes. Поздравляю с Днем России. Здравствуйте, меня зовут Клэр. Я живу в маленькой деревне на востоке Франции. Совсем с малых лет я была очарована Россией, потому что для меня это земля контраста, достаточно сильного контраста в плане ее сложного и сурового климата, природы, иногда в плане ее истории, а также как страна, воспринимаемая чрезвычайно романтично через ее особую литературу, культуру и прекрасные музеи. Именно этим она является страной контраста. В России, в Сибири я была всего один раз, 2 года назад. И я надеюсь вернуться туда как можно скорее, чтобы понять эту удивительную русскую душу. Спасибо вам. До свидания и до встречи. Да. Donc j'espère pouvoir y retourner très bientôt pour mieux comprendre ce qu'on appelle en France l'âme russe. Merci, au revoir. Благодарим Бенджамина из Бельгии, да, и Клэра из Прованса прям. Да, мы напоминаем вопрос, кто был первым русским царем. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас представьтесь. зовут? Михаил. Михаил, откуда вы? Я с Алёкминска. С Алёкминска, да. Итак, какой же ответ вы скажете? Кто был первым русским царем? Первый русский царь. Да, все верно. Иван IV, по-моему. Да. Которого звали? Иван Васильевич. Да. Все правильно. Иван Грозный. Грозный Все Иван. верно, да. Переходим к следующему вопросу. Вы знаете, да, правило, вам нужно будет ответить на 3 вопроса правильно. Итак, внимание, второй вопрос. В каком городе в 2014 году проходили Олимпийские игры? Да. Олимпийские игры, по-моему, да. это... Зимние. Давайте так сделаем. Зимние Олимпийские. В Сочи, по-моему, было, да? В Сочи, верно, совершенно верно. И последний, третий вопрос. Какое дерево является символом нашей страны? Очень легкий вопрос. Да. Буквально ответ на ладони, скажем так, да? Сколько у нас деревьев есть и какой из них является символом? Символ нашей страны, да? Да, символ России. Какое дерево? Береза. Конечно, береза. Иван, да, по-моему, зовут? Да.
Ага, ну Иван, всё. мы вас поздравляем. Да, вы победитель. Да, вы выигрываете замечательную посуду от компании Михаил. Чорон 21 век. Хотели бы поздравить кого-то? Ну, поздравляю своих родных и близких, друзей. Ну, кого еще поздравлять-то? Всех жителей, всех россиян, Всех якутян. жителей России, Якутии, Полётминска, села Кыллас, кто меня слушает, видит. Замечательно. Мы вас также поздравляем. Да. И вас также. Да, с Днем России. Михаил, спасибо вам. Договоритесь, чтобы получить ваш приз с администрацией. Итак, номер нашего эфира изменился. Внимание на экран. 42 38 97. Да. 42 38 97. Дозванивайтесь, Да, внимание у участвуйте, телезрителей, да. отвечайте на наши вопросы и выигрываете национальную якутскую посуду. Что ж, и мы переходим к следующему вопросу. В каком году Петр I возглавил империю? Провозгласил империю, да? Да. Что ж, Хочется прямо Да. ответить. да, Петр I является представителем династии Романовых. Был провозглашен царем истории. 10 лет. Да, давайте еще раз напомним наш номер телефона, по которому нужно позвонить. 42 38 97. Номер изменился, напоминаю, так что дозванивайтесь, успевайте выигрывать наши замечательные призы. Да. Ну, чем прославился Петр I? Он открыл окно в Европу, да, это один из царей, ну, единственный, можно сказать, который очень долго провел свое время в Европе. Он изучал культуру, быт, чтобы все это перенять и, получается, в жизнь вдвигнуть в России, получается. Вот. Так, ну а пока вы думаете, пока вы дозваниваетесь до нас, мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Каждый торт, изготовленный в кондитерской пекарне, сладкие мечты произведения искусства. Мы не просто выполняем заказ, мы дарим эмоции. Торты на заказ любой сложности. Звоните, заказывайте. Ile da körsübekke, ili tendal sıbakka, törü töbügelin, öydüğün sanalığın kolbor butun kördürür. Idı kıyak kümmütüger, ürdük ayılardan algıstanan barı birge bulukka. Я буду судоводителем. А я будущий гидротехник. Я будущий инженер по перевозкам. Итак, номер прямого эфира 42 38 97, и у нас есть дозвонившийся. Здравствуйте, представьтесь, откуда вы? Здравствуйте, Павлова Здравствуйте. Нария из Хангалакского района. Нария. Здравствуйте, да. Итак, Да. ваш ответ. 1721 год. Все верно, да. Вы ответили правильно на первый вопрос. Внимание, следующий вопрос. Как самый популярный сувенир в мире какая? Русская игрушка какая самая знаменитая в мире? Матрешка? Матрешка, Да, матрешка, совершенно всё верно. верно. Ну как же без матрешки? И И- последний вопрос, третий. Да. Какой город называется так же, как одна из хищных птиц? Можете повторить вопрос? Какой город называется так же, как одна из хищных птиц? Орел? Орел, все верно. Итак, вы очень быстро и легко стали победителем. Что ж, вы Да, хотели бы, наверное... повезло Нарии, да? Да, вы как раз попали в категорию легкие вопросы. Что ж, у вас есть поздравления, возможно, вашим Да, близким и кого друзьям? хотите поздравить? Пожалуйста. Ой, поздравляю всех с праздником, благополучия всей нашей стране и здоровья всем. Как вы считаете, как нужно отметить сегодня этот праздник? Ну, в кругу семьи, в связи с коронавирусом, без выездов, самоизоляции.
Все верно. Нормально Ответили у вас проходят месяцы самоизоляции? Все хорошо? Ну, да, терпимо, все нормально. Молодцы, держитесь. Спасибо вам за звонок, Спасибо. спасибо за участие. Мы вас поздравляем. Администраторы обязательно свяжутся с вами и объяснят, как забрать приз от Чорон 21 век. И мы продолжаем нашу телевикторину. Да, давай напомним номер телефона. 42 38 97. Недавно он поменялся, поэтому Да, будьте напоминаю. внимательны и дозванивайтесь. Что ж, правило. Нужно дозвониться, представиться, сказать, откуда вы, ну и ответить. Да, и потише сделать обязательно телевизор, чтобы не было никаких помех. Ну или отойти чуть подальше от Ну и да, своих конечно же, ответить экранов. нужно на 3 вопроса. Внимание, следующий вопрос. В каком году Москва стала столицей России? И у нас уже есть Да. звонок. Здравствуйте. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, Здравствуйте, представьтесь. как вас зовут? Меня зовут Саина. Саина, Из города вы Якутска. с города Отлично. Якутска. Саина. Вопрос услышали. В каком году Москва стала столицей России? Мгм. В каком Алло. же году? В каком же году Москва стала столицей нашей России? А, Это 20 век, начало, можно Так. сказать. Подумайте. в 1888. К сожалению, Нет, это нет, неправильный Саина, к ответ. сожалению. Но так как вы дозвонились, мы вам даем возможность поздравить своих близких и родных. Поздравляю всех своих знакомых, близких, проживающих в Якутске, Мгм. Вилюйске, Валернинске. Отлично. Мгм. Мы тоже присоединяемся к вашим поздравлениям. Желаем вам удачи и хорошо сегодня отметить этот праздник. Так, напоминаем, 42 38 97, номер телефона, по которому вы должны Да. к нам дозвониться и вопрос. ответить на вопрос, В каком году Москва стала столицей России? Да, кстати, это было же сравнительно недавно. Да, да, да. Так, Итак, звонок. Здравствуйте. говорите. Алло, мы вас слышим. Алло, здорово. Здравствуйте, как вас Здравствуйте. зовут? Иннокентий. Иннокентий, откуда вы? Откуда вы, Иннокентий? Откуда? Из Чурапчи. Мы поняли вас сразу. Что ж, и ваш ответ. В каком году Москва стала Столицей России, да. 1918 год. Итак, это правильный ответ. Совершенно верно. Мы вас поздравляем Да. с первым, да, правильным ответом. И следующий вопрос очень сложный. Внимание. Очень сложный. Я хочу, чтобы вы услышали. Кто был первым президентом Республики Саха-Якутия? Михаил Ефимович Николаев. Как? Мы поздравляем, этот был вопрос, но вы ответили правильно. И следующий вопрос тоже не менее сложный. Называется, какой город известен своими пряниками, самоварами и ружьями? Тула. Тула, Иннокентий, мы вас поздравляем. Вы наш Иннокентий, всё правильно. очередной победитель. А можете поздравить, кого хотите, прямо сейчас в прямом эфире? Семью, близких, родных. Что ж, вы нам дали Бабушек, обязанность перевести. дедушек. Да. Мгм. Иннокентий, спасибо вам за участие. Да. Мы вас еще раз поздравляем. А наши редакторы, администраторы свяжутся с вами и подскажут, как забрать приз. Мгм. Итак, и мы хотим объявить следующий вопрос. Да. Кто написал гимн Российской Федерации? Всё верно. Гимн России. Да. Ну, то есть, получается, да, создал музыку, создал текст. Давайте Да. немножко Да. послушаем. Напомним, кто забыл его. Отличная Да? идея, Катя. Да, давайте послушаем Давайте. гимн Российской Федерации. Все
да? Ну, конечно, мы все Я знаем. считаю, да, что каждый гражданин все-таки должен от и до знать. Нас Да. даже в школе на уроках учили. Как говорится, как заставляли отче наш. учить. Да. Вот ночью Ну в 3 что ж. часа разбудили, должны от начала. Итак, и напоминаем вам вопрос, кто написал этот замечательный гимн Российской Федерации. Автор слов и композитор. У нас звонок. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Светлана, Светлана, откуда вы? Среднеколымский район. Светлана, Здравствуйте, привет Светлана. вам, моя малая родина, Светлана. Кто же написал гимн России? Композитор, да, и музыку. Автор Да. слов и композитор, да. Михалков и Правильно. Александров, да? Совершенно верно. верно, Светлана. Вот не подвели. Да. Не подвели меня, да? Да. Светлана, следующий вопрос. Второй звучит следующий. Как звали отца Тыгына Дархана? Это уже история Ив. Как звали отца Тыгына Дархана? Тыгын Дархана. Тыгын Дархан. Да. Да. Как звали его отца? Это Тойон и Дархан кангаласского племени якутов. Известный герой многочисленных якутских преданий. Ну, был такой великий Вам человек. достаточно назвать только его имя, потому что он остается Дарханом, но имя, соответственно, другое. Да. Муньян Дархан, да? Да, совершенно верно. Да, всё Муньян верно. Дархан. Муньян Дархан, да. Отлично знаете историю Якутии. И третий, последний вопрос. Третий самый сложный, да, как озвучь, всегда, как Максим. правило. Какой город в народе называют городом невест? Город невест. Город невест Иваново. Совершенно верно. верно. Светлана, я очень за вас рада. Вы получаете посуду от Чорон 21 век. Мы вас Да. поздравляем, вы молодец. Хотите кого-то поздравить? Ой, спасибо. Алло. Кого бы вы поздравили? Ой, я поздравляю всех среднеколымчан, всех якутян с этим праздником, моих однокурсников, историческое отделение 90 Якутского государственного университета. Поздравляю своих одноклассников 89-го года, закончивших Азахстанскую среднюю школу. И вас также поздравляю. Светлана, спасибо, мы вас также поздравляем. Вы, оказывается, историк, да? Да. Да. Ну вот, видишь, не зря, да? Да. Выигрывают у нас. Что ж, ну, как бы, скажем так, поздравляем вас с легкой победой тогда получается. Наши администраторы с вами свяжутся и объяснят, как забрать приз. Среднеколымску привет. Что ж, и у нас осталось буквально 3 вопроса и совсем чуть-чуть эфирного времени. Что ж. Так. Да. Ну что ж, нам сообщили, что времени совсем не осталось, к сожалению. Мы уже разыграли все. И мы бы хотели вас искренне поздравить с этим просто очень ярким днем. Днем России. У нас, да, за сегодняшнюю телевизионную викторину целых 7 победителей. Это достаточно, так я думаю, Да. очень Ну даже и хорошо, да? Со всей И- республики до нас дозвонились, да, и даже из Якутска, не считая Якутска, там просто, да, карта дозвонившихся огромная, и она распространяется на всю республику. Мы вас всех поздравляем, поздравляем, да. Вы выиграли замечательные призы. Национальная якутская посуда Чорон 21 век. Разноцветные кытыя, почему бы, да? Ну, отрадно видеть на своем кухонном Конечно же, столе кто-то, такую наверное, не красоту. дозвонился, зная правильные ответы, но вы не серчайте никак. Смотрите наши каналы НВК Саха, мы иногда делаем такие викторины. Вот. Так Ну, что на этом наша телевизионная викторина Да. подходит к концу. Да, да. мы завершаем. Давайте еще раз вспомним немножко историю праздника тем, кто пропустил начало или немножко подзабыл. Еще День раз России, поздравляем. 12 июня. День России или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России.
Так именовался этот праздник до 2012 года. Это один из самых молодых государственных праздников в стране. 12 июня 2001 года на торжественном приеме по случаю принятия Декларации о государственном суверенитете России президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что с этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл – это успех, достаток и благополучие граждан. Сейчас День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. На этом мы завершаем нашу телевикторину. Спасибо всем, что принимали участие, дозванивались до нас, пытались отвечать на вопросы. Оказалось, я думала, вот легкие вопросы, да, оказалось, нет. Ну оказывается, да, бывают и сложные, но где-то сложно. В неравном бою у нас 7 победителей целых, да? Ну что ж, мы искренне поздравляем всех жителей нашей великой страны, нашей республики с этим прекрасным днем, Днем России. Также хотели бы напомнить, что Чорон 21 век был нашим спонсором передачи телевикторины «Моя Россия». Максим, я вот хотела бы тебя спросить, все-таки страна наша действительно огромная. Ты мечтаешь где-нибудь побывать именно в российском каком-то регионе? Именно что вот все за границу мечтают. Вот именно, что в последнее время я хочу посетить именно города России, нежели других стран. Потому что больше, у нас, да? даже в нашей республике, есть очень много интересных мест. Например, куда ты хочешь? Вот, например, Первым делом, куда полетел? В первую очередь я бы хотел поехать за кедровыми орешками. Вот где я вот уже название не совсем помню, но я помню, что там кедровые орешки. Отлично. Что ж, желаю удачи увидеть кедровые орешки. Да, еще раз всех поздравляем. Поздравляем, да, всю республику, всю Россию с праздником. Да. Оставайтесь на наших каналах. Хорошего вам настроения. До встречи. Будьте всегда позитивны и в радостном настроении.